У меня 8 подписчиков и 96 просмотров. Я очень рад, спасибо вам, ребята, я кому-то интересен. Надеюсь, мой влог был для вас полезным и вы получили хоть какое-то удовольствие от этого. Он был интересен для вас. Спасибо за ваше внимание. 96 просмотров, если считать 20 просмотров от мамы. Спасибо, мама. I used to pray to hear my songs on the radio. Growing up, my folk was on, they had to kick a door. Keep 60 bitches backstage at like every show. Ain't no more hangs on my balls, these are kids. Открытый бассейн. Вчера мы его закрывали, сейчас я его буду открывать. Let the shout it lit my dick, I had my bosses on. Everybody around me, poppy bitch with cattle corn. Fly the PJ ODE way with the P button. Carried in a half, dripping on my neck, son. Take a bubble bath with a rapper, baby mama. Young dirty nigga, rockin' water like a swamp. Yeah, I just fucked up last night and tell her my name. All these hip hop rappers down the beat track. All my double cups purple like the soul plane. Diamonds on me loud, got you silent. Got her bouncing on your D like hot driving. Это Петя, он сегодня открывает горку и он должен ее протестировать. Мы его будем сейчас встречать внизу. You know me, know me, know me. Every time you try to forget who I am, I'll be right there to remind you again. You know me, know me. Ba, ba. You know me, know me. Recommend play my song on the radio. Сегодня мы в порту острова Сан-Туан. Это Пуэрто-Рико. Он принадлежит Соединенным Штатам Америки. И знаете, это все отражается в зданиях, в архитектуре. Как будто в Штатах. Вот это все мне напоминает вот эти дорожки в Чолпонаде у пансионатов, где продают всякие сувениры. Архитектура, она не вся новая, не вся старая. То есть комбинации. Вот такие старые башенки комбинируются с вот такими новыми зданиями. Вот здесь в центре города было повалено дерево. И, я так предполагаю, ветром. И получился довольно-таки интересный экспонат. У нас в городе вырубают все чаще деревья, а здесь деревья остаются на своих местах даже после того, как они падают. Очень атмосферные такие переулки. Я прям чувствую себя, как будто я где-то в Европе, не знаю, во Франции. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Просто офигенный магазин. Здесь все, и все хочется купить, и все классное, качество классное, все стильное, все брендовое, и все что-то дешево, что-то дорого. Мяч стоит 6 баксов. 6 баксов это 400 слонов на наши деньги. У нас он стоит штуку или две. Бренды, например, вот такие вот сороконожки у нас стоят около 3-4 тысяч, ну 3000, а здесь они стоят $20, это 1400 сомов, и качество вообще бешеное, я прямо трогаю и чувствую. Я просто еле как вырвался с этого магазина, там реально есть все, и все прям классное, все хочется купить. И вообще для тех, кто страдает шопингоманией, кто тратит много денег на вещи, туда заходить я бы не советовал. Там просто невозможно, все классно и классные цены. В итоге я купил туфли, которые я вам показал, и водонепроницаемый чехол для телефона.
чтобы снимать для вас видосики. Туфли мне обошлись $25, а чехол $5. Вообще остров для шопинга. Здесь множество магазинов. Торговцы подходят к своим товарам с серьезностью. То есть все товары оригинальные, цены классные, мерчендайзинг на высшем уровне. Ты уже хочешь выйти с магазина, а у входа стоит та вещь, которую ты приметил еще внутри, и ты вынужден ее купить, потому что ты хочешь удовлетворять свои потребности. Я шел по улицам Пуэрто-Рико и наткнулся на вот такое вот здание, сооружение. Я пока не знаю, что это. Я зашел в это здание, оказывается, это музей. Здесь на входе такие рыцарские доспехи. Ребята, вот я вышел по лестнице вверх, получается, и я попал ровно в середину этого укрепления. Это была оборонительная крепость. Здесь попугаи летают. Зеленый. Я захожу в здание крепости. Стена крепости тянется по всему берегу и смыкается в каком-то месте. То есть я вижу то, что крепость была очень серьезная. Вот такая куча ядер здесь стоит, которыми пуляли корабли врагов. Вот так вот выглядели казармы моряков. Довольно-таки все удобно, комфортно. Здесь, смотрите, у каждого моряка была сумочка. Здесь форма его такая белая. Вот так выглядел моряк, получается. Все на стиле, все по стиле. Это столько веков здесь все стоит. А сейчас люди строят дома, и они рушатся просто. Тем более здесь такой сложный климат, влажность. И все стоит, все нормально, можно заезжать и жить. Это специально для ислама. Вот, ребята, я вышел на вот такую вот полянку. Это мы до сих пор в крепости. Атмосфера, блин, будоражит. История в каждом камушке. Я это все чувствую. Это все так красиво, это все так радует глаз. На вот этих вот скамеечках сидели офицеры и обсуждали, кто сколько пиратских кораблей сбил, потопил, извиняюсь.
confined in mountain holes. We go too close to the flame, calling out Father. Все обойти, конечно, не получилось. Я бы вообще пожил бы в этом городе недельки две, наверное. Мне очень понравилась атмосфера. Это лучший порт, в котором я вообще был. Я вообще на корабле 2 месяца и, ну, был, наверное, где-то в 15-20 портах. И это лучший порт, в котором я был. Мне понравилось абсолютно все. Архитектура. Это вот, даже я сейчас просто иду по переулку и... Это схоже, не знаю, это схоже. Я не был в Испании, я не был во Франции, я вообще не был в Европе, ну, в той Европе, о которой мы говорим. Но я чувствую то, что там такая атмосфера. Атмосфера легкая, ничто не напрягает. Мы были в крепости, это вообще, ребята, это было реально прекрасно. Это лучше любого музея. Отросли волосы, сейчас идем стричься. На корабле очень много парикмахерских подпольных. Много парикмахеров. Мы выбрали самого лучшего, Орландо. Петя сам себя стригет. У него индивидуальная стрижка. Его он... Ты можешь помолчать? Нет, я хочу участвовать, блин. Он нахуй. Find me a Kendall Jenner, I be a gentleman to her. Catch up. Give me a Jordan, then she never gon' finish a nigga. Oh yeah. Walk by on fire, baby, can't douse it. That body banging, what's that? You should model, girl, they overcame. Walk by on fire, baby, can't douse it. That body banging, what's that? Вот так меня подстриг Орландо, как в лучших барбершопах нашего города. Вроде ничего так получилось. За мной пришвартован наш корабль. Хочу вам рассказать о нашем корабле. Это огромная махина, которая плавает по океану. 300 метров в длину и 30 метров в ширину. Для сравнения, Титаник был 280 метров в длину и 28 метров в ширину. Множество ресторанов, баров, амфитеатр, кинотеатр, 4 бассейна, спа-салон, спа-центр, фитнес-центр, детский лагерь, казино, 5000 человек, 3500 гостей и 1500 персонала. Около 2000 кабин для гостей, для персонала около 700 кабин. Огромная машина, на борту которой ты забываешь, что ты находишься на корабле, ты просто забываешь, что ты в открытом океане. Тебе кажется, что ты просто в закрытом городке. Ну, ты даже об этом не думаешь, что ты в океане, ты просто забываешь, потому что есть все. Ты не ощущаешь того, что ты не на суше. Блин, так. Ну что? Ну не будь. Не хочу говорить. Чем? Чего у тебя такое недовольное лицо постоянно, да? Что, на улице солнце? Ну скажи. Да. Давай, покажи. Ну помаши рукой. Были в порту острова Гранд-Тюрк. Вот так он выглядит. Очень схож с нашими монастырями, Чолпонатой, вот пляж вы можете видеть. В целом это просто большой дом отдыха, санаторий или пансионат, можно сказать. Друзья, смотрите, здесь вот так интересно падают лучи солнца. И кажется, что вода светится. Очень красиво смотрится. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Сейчас находимся в центре Гранд-Тюрка. Вокруг выстроены вот такие невысокие здания. Здания магазинов, кафешек. Все это выглядит как мини-городок. Вон там выход на пляж. Мы сейчас туда отправимся. Heels off. I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm fine. Здесь информационный стенд, и здесь говорится о том, что в 17-18 годах Гранд-Тюрк был лидером по добыванию соли. Его даже называли
солевым островом, то есть островом соли. Единственная достопримечательность острова Гранд-Тюрк, которую я могу показать, это капсула, на которой приземлился первый орбитальный космонавт Америки Джон Гленн в 1962 году, 20 февраля. Он приземлился чуть ниже острова Гранд-Тюрк, вылетел в открытый космос и совершил 3 круга вокруг орбиты Земли. Макет этой капсулы. Здесь макет ракеты, на которой был произведен первый орбитальный полет. Информационные стенды, фигуры самого космонавта, довольно-таки реалистичная. Это вот сам Джон Гленн, космонавт, который приземлился на этой капсуле. Этот проект назывался Меркурий-7. И вот это символ этого проекта. Am I wrong for thinking out the box from where I stay? Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach. Похоже на Бостери или Чолпанату, смотрите, да. Ош базар. Негде упасть. Don't try to fight this, you know I'm here, waiting for you. I know you like me, this moment here is slipping away. Just say what you want, take what you need. Everything is yours, only if you want it. Reach out for love, don't be afraid, no, don't be afraid. Trust me when I say that time won't wait for us. I just want your kiss, I don't wanna miss this moment. Гранд-Тюрк очень схож с нашим пансионатом Карвин 4 сезона. Сами посмотрите. Вот эти вот домики, все это очень похоже. Wait for us, open up your heart, say that we won't miss this moment. Еще мне на этом острове очень нравится вот этот вот пирс. Это просто фантастический пейзаж. В прошлый раз я делал здесь фотографии. Фотографии вообще получились фантастические. Потом просто смотришь фотографии и самому не верится, за что ты их сделал. Друзья, я возвращаюсь на корабль. Скоро отплытие. Сегодня мы были в Гранд-Тюрке. Only if you want it, reach out for love, don't be afraid, no, don't be afraid. Путешествие человек получает такое удовольствие. Не знаю, у каждого дела свое удовольствие, да, например, когда человек работает, у него хороший результат, он получает одно удовольствие. Когда он радуется за своих родных, это другое удовольствие. А когда человек путешествует, когда он совершенствуется, когда его мировоззрение растет, это совсем другое удовольствие. Я хочу пожелать вам, ребята, путешествуйте, кайфуйте, получайте от жизни все, что вы можете, выжимайте из нее все соки, не бойтесь облажаться, бойтесь упустить момент.
Девочки будут любить тебя, но часто им бывает нелегко от нас. Иногда бывает нелегко любить, иногда и любят далеко не нас. Правда хорошо, где нас нет, ты убедишься сам еще много раз. Помни, как тогда начинается с ней, время возвращаться на улицу. Девочки будут любить тебя, пацаны будут хотеть твои мозги. Ничего кроме ног не суй в носки, обувь, выходя на улицу. Правда хорошо, где нас нет, ты убедишься сам еще много раз. Помни, как тогда начинается с ней, время возвращаться на улицу.